Это день для работников аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии начинается с приятного – награждения лучших сотрудников. Год для них выдался успешным. Об этом свидетельствует статистика – более 1000 рассмотренных обращений и заявлений. За добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, существенный личный вклад в обеспечение исполнения полномочий в деле защиты и реализации прав человека, а также в связи с Днем прав человека, наградить почетной грамотой уполномоченного по правам человека Республики Ингушетия Аздоева Исенпила Идрисовича, заведующего сектором правового просвещения граждан. В этом году они отмечают сразу 3 знаменательные даты: 75-летие Всеобщей декларации прав человека, 30-летие Конституции Российской Федерации и 20-летие Института уполномоченного по правам человека в республике. В Ингушетии госорган по защите прав и свобод человека учрежден в 2003 году. Этот год стал особенно продуктивным. С января 2023 года в мой адрес поступило 1141 обращение граждан, тематика которых на практике является крайне широкой. Из общего количества рассмотренных обращений и заявлений восстановлены права заявителей по 319 жалобам, это 29%. Наибольшее количество письменных жалоб поступило по вопросам нарушения социальных прав, в том числе в большей части по вопросам защиты пенсионных прав, а также прав участников СВО и членов их семей. По-прежнему остается высоким показатели, связанные с обращениями о нарушениях прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания за пределами нашего региона. И с тех пор каждый сотрудник работает под лозунгом «Встанем на защиту прав человека». Нарушение прав на жилье и достойное проживание, а также касаемо социальных и трудовых прав. Тематика обращений, поступающих в аппарат, разнообразна. Это и юридические консультации, это составление правовых документов, это решение их вопросов в правовом поле, естественно, как говорится, иным способом, который также предусмотрен в законодательстве. То есть стараемся человеку максимально помочь имеющимися возможными методами и способами, насколько это позволяет наша должность, наша государственная служба. Чаще всего обращения, которые рассматриваются в аппарате, разрешаются в пользу обратившихся. Помимо основной работы по защите прав, они проводят круглые столы, лекции в высших учебных заведениях, уроки в школах и не только. Международный день защиты прав – это еще один повод обратить внимание всего человечества на права и обязанности граждан. Сегодня аппарат работает, что называется, в режиме нон-стоп. Здесь на нашем сайте вы можете увидеть все предыдущие доклады за последние более чем 10 лет. Можно проследить динамику обращений, в какие года были, какие обращения преимущественно. Вся наша новостная лента, она здесь отображена. Кроме того, она дублируется ВКонтакте и в Телеграм-канале. Следует отметить, что мы реагируем на каждое обращение, в том числе и в социальных сетях. Если упоминается наш аппарат, мы даем комментарии, либо разъяснения, можно сказать, в онлайн-режиме. В этот значимый день каждый желает друг другу продуктивного труда и удачи в жизни. Пользуясь случаем, поздравляю всех жителей нашей республики с предстоящим Международным днем прав человека. От всей души желаю всем мира, добра и, конечно же, соблюдения всех прав, свобод и законных интересов. Всем желаю успешных творческих моментов на своем поприще. Будьте счастливы, думайте о людях, думайте о своих правах, думайте о правах людей. Даляту Боховый Масняр. Международный день прав человека отмечается во всем мире 10 декабря. В приоритете стоит Всеобщая декларация прав человека. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как документ, который переведен на самое большое количество языков и диалектов. Хавагагиева, Асхабила, Киев, Новости 24.